Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Старость у каждого человека бывает разная. Кто-то окружен вниманием и любовью своих детей и внуков, а у кого-то дети, которым родители посвятили всю жизнь, оставили их на произвол судьбы. В Бишкекском доме престарелых живет 200 человек. У многих из них есть дети, которые не могут или не хотят заботиться о пожилых родителях. Почему же заботу о них должны взять на себя люди, у которых есть свои родители и которым есть о ком заботиться? В начале этой недели Ассоциация этнических кыргызов при Ассамблее народов Кыргызстана посетили дом престарелых. Они здесь организовали небольшой концерт для пожилых людей, и сами же жители дома-интерната прочитали свои стихи, танцевали, пели. Угостили пожилых людей национальным пловом. Мы сегодня с ассоциацией пришли в дом престарелых дать концерт, уделить внимание. В основном сюда пришли наши соотечественники, китайские кыргызы. Они у многих, у наших китайских кыргызов, родители, близкие, родственники сейчас находятся в тюрьме в Китае. Они, скучая по своим родителям, по своим родственникам, пришли сюда помочь Дом престарелых. Мы сейчас организовали концертную программу, обед организовали и помогли в капитальном ремонте. И они сюда придя, даже импровизаторы, которые пели, не смогли свои эмоции удержать, даже заплакали, увидев наших детей, бабушек. И смотря на них, они вспомнили своих родителей. И мы всегда будем по мере своей возможности приходить, помогать не только Дом престарелых, и интернатам, так далее, так далее. И большое спасибо руководству, которое здесь работает, дали возможность сюда прийти и за их работу. Ну, я хотел бы, чтобы наши деды, бабушки, которые здесь находятся, большое им пожелать долголетия, поздравить их с наступающими праздниками, 23 февраля, с наступающим 8 марта. Придя сюда, в Дом престарелых, мы увидели родителей, бабушек, дедушек, смотря на них глаза грустные. Я бы пожелал бы нашей молодежи, нашим детям никогда не бросать своих родителей, своих родственников, близких одних. Почему? Потому что они привели нас в жизнь.
Не позволяй себе родителям грубить. И голос повышать тем более не смей. Обязан уважать ты и ценить того, кто жизнь тебе смог подарить. Момент, когда себя считаешь правым, ты вспомни и задумайся на миг. Кто приходил домой с едой, усталым, не спал ночами, слушая твой крик. Кто брал тебя на руки несмышленым, держал покрепче, чтоб не уронить. Кто окружал заботою с пеленок, кто в первый раз учил тебя ходить. И прежде чем с родителями спорить, ругаться, обижаться и грубить, задуматься на миг хотя бы стоит. Без них тебя могло бы и не быть. Что привело их сюда? Любовь, ностальгия, уважение к своим родителям, которые живут в Китае. В нашем доме проживает более 200 человек. Из них 77 чисто националов кыргызов, около 50 человек это лежачие. Ну, наш дом не только престарелые живут и инвалиды от 18 и старше. Сегодня устраивают большой концерт, они оказали хорошую помощь нашему дому. Мы очень рады, что приходят нам такие люди, дарят добро. Я бы желала, чтобы побольше было таких людей, спонсоров, организаторов. Огромное спасибо, благодарим им за их недобрые сердца. Я желаю, чтобы никто своих родителей не бросал в такие дома, как наши, чтобы чтили и уважали старшее поколение нашего Кыргызстана, которые вложили большой труд именно нашей республики. Старики внимательно вглядываются в лица, ищут знакомых. Для каждого из них приход посетителей – это большой праздник. Каждый пенсионер тронут до глубины души. Дома престарелых – это обитель горя. Оно для всех общее. В них не оказываются от счастливой жизни. Там мало счастья и улыбок. Там часто вспоминают прошлое, часто плачут. Там редки гости. Там много лежачих больных. Там пахнет грустью. Но вместе с тем там есть надежда. Там ждут своих. Там люди обретают друзей и любовь. Мы не знаем, где окончится путь каждого из нас, но если сейчас делать добро, оно к нам обязательно вернется. И уже не важно, в своем доме или доме престарелых. По прогнозам Всемирной туристической организации к 2020 году самым популярным среди туристов на нашей планете маршрутом станет знаменитый Великий Шелковый путь. Всего на территории Кыргызстана выделяется 80 туристических зон. Пожалуй, один из самых удивительных для европейцев обычаев кыргызского народа уходит корнями в глубокую древность. Гость, пришедший в дом, получал от хозяев понравившуюся ему вещь. Подарком могло служить все, что угодно. Ковер, кошма, пиала, камча или седло, ягненок или щенок свирепой чабанской овчарки. Удивительный Кыргызстан, который всегда радушно примет всех своих гостей. Кыргызстан ежегодно посещает около 4 миллионов туристов. 70% из них составляют граждане стран СНГ. Для эффективной реализации госполитики в сфере туризма при Министерстве культуры, информации и туризма было создано государственное предприятие «Кыргыз-туризм». Цели и задачи этой организации. Мы всегда говорили о том, что, по крайней мере, нам нужно по 2 направлениям по туризму работать. Первое – это стратегическая часть, то есть нужно заниматься законодательством, законотворчеством, разработкой законопроектов, нормативно-правовых актов и плюс программа развития, стратегия развития туризма. Этим теперь будет заниматься у нас департамент туризма при Министерстве культуры. Но отдельно нам нужно было ряд задач решить. Это очень хорошо на сегодняшний день заниматься маркетингом страны. Нужно сделать, чтобы про Кыргызстан знали как страну туризма.
Этим будет заниматься Кыргызтуризм. Второе, нам нужны мастер-планы, то есть разработка неких мастер-планов в каждой области. Вот, например, в Иссык-Кульской области. В Иссык-Кульской области где, в каком месте, какие объекты должны строиться, какие туристические объекты должны строиться, где должно быть 5-звездочный отель, где должно быть 4-звездочный отель, где должны быть горнолыжные базы и так далее. То есть всеми этими вопросами теперь будет заниматься Кыргызтуризм. Плюс нужна такая масштабная акция по обучению наших сотрудников туризму. Что такое сервис? Сервис в гостиницах, сервис в ресторанах, сервис в кафе, в общественном питании и так далее. То есть всеми этими вопросами теперь будет заниматься Кыргызтуризм. И плюс в стране проводится очень много фестивалей у нас. Фестиваль Урюка, фестиваль Ошской области, Ошфест называется, Нухура-фест есть, Кыргыз-Шырдагы есть. То есть теперь всеми этими фестивалями, организация этих фестивалей и плюс организация выставок и ярмарок будет заниматься теперь Кыргызтуризм. То есть это некий хозяйственный субъект, который берет на себя полностью вот эти функции. В этом году насколько увеличится поток туризма? Сколько вы ожидаете туристов, прибывающих в страну? Иностранных граждан, которые посетили Кыргызстан за 9 месяцев 2018 года, 5,1 миллион граждан, это которые пересекли нашу границу. Но реальных туристов из них порядка 1,5 миллиона где-то. Ежегодно мы ожидаем примерно 10-15% увеличения. Поэтому в этом году также будем ожидать примерно минимум 10% увеличения от этого числа туристов. В этом году Guardian и Lonely Planet Кыргызстан включил в топ-лидеры 10 стран, которые нужно посетить в 2019 году. И поэтому я думаю, что в этом году поток такой хороший будет. Из каких стран прибудет, по-вашему? В основном у нас таким массовым туризмом занимается СНГ. Это Казахстан, Узбекистан, Россия. Если дальнее зарубежье взять, то это Турция, это европейские страны, это Япония, Корея, Индия, Китай и арабские страны. Вот можно назвать Кыргызстан страной туризма, но при этом учитывая цену, условия, потом сервис-услуги и инфраструктуру. Мы понимаем, что туризм только-только развивается в нашей стране. У нас таких показателей, как в Турции, как в Италии, как в Испании, конечно, экономических показателей по туризму нет. У нас пока 5% внутреннего валового продукта составляет туризм. Но мы ставим цель 10-15% в ближайшие 5-10 лет. Мы будем надеяться на это. Я думаю, что постепенно сейчас сервис будет улучшаться, инвестиции идут. Раньше, например, не было больших отелей, таких сетевых отелей. В 2019 году весной мы откроем Шератон, 5-звездочный отель, и плюс новый отель, 5-звездочный отель также. Все эти отели приходят там, где туризм более-менее развивается, и поэтому то, что они приходят к нам в страну, это говорит о том, что у нас есть движение по туризму, у нас есть некое повышение количества туристов, которые ежегодно приезжают. И поэтому мы сейчас постараемся еще увеличить, но не только в городе Бишкек, а в других регионах, особенно в Иссык-Куле, в Аше, в Джалабаде были такие 5-звездочные, 4-звездочные отели. То есть мы будем это стараться сейчас делать. А вот как только такая большая конкуренция между организациями, между отелями появится, тогда и появится очень хороший сервис и низкие цены, как в Турции, например. Поэтому будем стараться сейчас. Каждый район, если надо, каждое село в целях популяризации самобытной культуры кыргызского народа должны разработать свой собственный бренд. Местное население на высоком уровне должно встречать туристов, потому что туризм является одним из основных приоритетных направлений в развитии страны. Если мы хотим стать туристической страной, то должны готовиться к этому всей нацией. Самая важная проблема – это привлечение клиентов и обеспечение высокого уровня предлагаемого сервиса. Кыргызстан готов принимать поток туристов? Готовы? Мы готовы. Мы сейчас уже принимаем туристов на зимний сезон. Уже с апреля, с мая мы начнем уже принимать
летний сезон, поэтому все это будет готово. В прошлом году в Кыргызстане было крупномасштабное мероприятие, как Игры кочевников. Как запомнился кыргызстанцев это мероприятие? Ну, Игры кочевников – это такой большой имиджевый проект страны. Более 80 стран мира участников. Плюс очень много средств массовой информации, которые приехали из 50 стран мира. Их более 600 было. Они очень хорошо осветили Игры кочевников у себя в стране. В том числе и можно назвать там Тавас, да? Который приехал и очень хорошо показал открытие, закрытие, в целом процесс Игр кочевников. Ну, у каждой страны приезжали такие основные каналы, которые показывали. Я думаю, что Игры кочевников показал Кыргызстан с другой стороны, со стороны туризма, со стороны культуры, со стороны спорта, что мы не только страна революции или не только страна политики, да, а страна созидания, там, где создаются такие проекты, как Игры кочевников. Кто такие кочевники, какая у них культура, какое у них жилье было, какие игры были и так далее. То есть я думаю, что вот весь этот позитив в этом году сыграет в хорошую сторону и приведет нам такие хорошее количество туристов. Ожидается ли в Кыргызстане в 2019 году такого масштаба мероприятий, как Игры кочевников? Если да, то где? Ну, мы, конечно, такого международного характера, это очень дорогостоящие проекты, требуют определенную сумму денег, поэтому на 2020 год мы передали Игры кочевников Турции. В этом году мы будем локального уровня разного рода мероприятия проводить. Мини-игры кочевников также будут проходить у нас в стране, на территории, в августе. В этом году будем проводить разные фестивали театров, фестивали классической музыки, фестиваль балета. То есть вот такого рода мероприятия будут. И плюс в этом году Кыргызстан встречает Шанхайскую организацию сотрудничества ШОС, где прибудут минимум 8 стран мира, 8 президентов, 8 глав государств. И будем показывать нашу культуру для них. Летний сезон туристам есть где отдыхать, а вот зимний сезон, допустим, горнолыжные, в горах или еще где, охотничество. У нас несколько горнолыжных баз, их у нас 23 в целом. В каких регионах они? Они в Чуйской области в основном и на Иссык-Куле. Из них порядка 15-16 стабильно работающие горнолыжные базы. В основном многие ориентированы именно вокруг Бишкека. Когда турист приезжает к нам в Бишкек, через час вы можете, в принципе, оказаться на горнолыжной базе. У нас есть на Иссык-Куле горнолыжная база Каракол, которая входит в топ-5 лучших горнолыжных курортов или горнолыжных баз СНГ. Плюс, в принципе, в этом году мы еще одна горнолыжная база добавилась, Актюсь. Все эти горнолыжные базы предоставляют такого хорошего уровня сервис, ежегодно улучшает свою инфраструктуру. В некоторых базах в этом году появились отели. Раньше, например, гости просто приезжали в горнолыжные базы, катались, обратно возвращались в город. Теперь могут остаться там и там несколько дней кататься, не выезжая. Поэтому все эти перспективы, мы горная страна, 96% земли нашей занимает горы, поэтому потенциал огромный, этим потенциалом надо воспользоваться. Но будем дальше уже улучшать инфраструктуру и саму сервисную базу, самых горнолыжных баз. Развитие туризма – это общественная задача. Чем лучше развита наша инфраструктура, тем быстрее будет развиваться туризм. Сегодня в мире проживает около 7 миллиардов человек, из которых, по данным Всемирной туристической организации, путешествует только 1 миллиард. По прогнозам к 2020 году это число достигнет 1,5 миллиарда. Нам надо организовать дело так, чтобы туристы сами стремились к нам. А для этого необходимо постоянно изучать рынок, качественно работать со странами-донорами туризма, находить клиентов и в других странах.
Вот мы говорили о туризме, а теперь перейдем к культурным мероприятиям, которые ожидаются в 2019 году. Перечислите несколько, если они есть. Именно культурные. Культурные мероприятия я уже, в принципе, назвал о том, что в этом году мы будем проводить театральный фестиваль. Мы пригласили, наверное, театры СНГ для того, чтобы они пока показали свои лучшие спектакли. Также будет продолжаться в этом году фестиваль эпосов мира. Вы знаете, эпос Манас является самым большим эпосом в мире, и он вокруг себя собирает многие эпосы, начиная от Илиады, Одиссея до Махабхарата в Индии, например. Все сказители этих эпосов приезжают к нам в страну показать технологию сказания этих эпосов и обычно рассказывают смысловую нагрузку этих эпосов. Потом у нас мы планируем фестиваль балета. Возможно, будем привлекать также из других стран. И в этом году вот мини-игры кочевников также будут проходить в нашей стране. Принимая гостей из других стран мира к себе, одновременно мы показываем свои культуры, быт, традиции, обряды, и так далее. А вот с этой целью, как Министерство культуры, какие пропаганды вы ведете среди населения? Гостеприимство. Да, мы, конечно, многие люди, многие туристы, которые приезжают к нам в страну, они постоянно отзываются, какая гостеприимная страна Кыргызстан. Мы также ведем разные объяснительные, разъяснительные работы о том, что турист это не только турист, это не только тот человек, который оставляет определенную сумму денег в нашей стране, в нашей экономике, а это тот человек, который приехал погостить у нас, это гость наш. И к гостю нужно обращаться как к гостю. Вот мы принимаем гостей у себя дома, это самый главный человек в доме. Поэтому нужно относиться к гостю так, как мы относимся у себя дома. Нужно его уважать, нужно ему показывать, чем мы славимся, какой у нас потенциал, какой быт, какая культура, образ жизни, какая литература, образ жизни, образ мышления, традиции и так далее. То есть все эти компоненты мы стараемся всегда говорить людям, чтобы они показывали. Раньше этого мало было, но сейчас уже как-то научились, особенно в регионах, в селах, уже это на хороший лад поставлено. Да. Гостеприимство – одно из понятий цивилизации, превратившееся сегодня в мощную индустрию. В этой сфере работают тысячи профессионалов. Индустрия гостеприимства – это производство услуг с проявлением персонального внимания каждому туристу, создание атмосферы, которая отвечает всем его запросам и требованиям. Гостеприимство и туризм нельзя рассматривать в отдельности, они взаимосвязаны. Главным условием привлечения туриста остается гостеприимство, ведь в сфере услуг все определяет человеческий фактор. Туризм это является одним из лучших способов показать себя и увидеть другой, и наводить мосты дружбы. И роль семьи, какую играет важную роль, по-вашему? Четвертая власть – это СМИ, средства массовой информации. И роль СМИ в пропаганде или в освещении определенной темы играет огромную роль. Они показывают, что из себя представляет страна, что из себя представляет народ, как будет подана информация другому народу, тот народ и будет принимать эту информацию и делать некие выводы о другом народе. И поэтому, когда СМИ дружат между собой, это очень хорошо. Когда вот, например, СМИ одной страны показывает про другую страну самое позитивное, что есть в этой стране. Тогда и вот такие мосты можно было бы строить. Потому что, приезжая в другую страну, когда СМИ показывают, чем он славится, каким потенциалом обладает, достопримечательности, народ, люди, традиции, и можно было бы какие-то общие моменты найти. Я думаю, что такой СМИ, а не политическое СМИ, да, играет огромную роль в возведении мостов между народами. Намечаются ли такие мероприятия культурные, скажем, как Дни культуры Кыргызстана в каких-то других республиках или наоборот?
В этом году планируется проведение ряд культурных мероприятий, Дни культуры в Кыргызстане и Дни культуры Кыргызстана за рубежом. Дни культуры России в этом году в Кыргызстане планируются, и Дни культуры Кыргызстана в Кувейте в этом году запланировали, но будем осуществлять. И плюс мы намечали, конечно, сейчас двусторонние переговоры идут о проведении Дней культуры Турции в Кыргызстане и Кыргызстана в Турции. Недавно на телеканале «Пирамида» появился телепроект «Мосдружба», которым мы являемся руководителями этого телепроекта, и уже 13-й пойдет, как я уже сказала, выпуск. И это, конечно, наша программа с целью задачи пропагандировать межнациональное согласие, дружбу, толерантность. Как вы оцениваете такого телепроекта? Насколько она важна в наши дни? Я думаю, что такие программы очень важны. Важны показывать какие-то аспекты менталитета, культуры, традиций других народов для того, чтобы нам больше понимать, ну, какой народ, например, кавказский народ, какой народ, например, русский народ, какой народ, например, европейский народ. Когда вы раскрываете, например, кыргызстанцам, какой из себя представляет страна Турция, они больше понимают, и когда приезжают в Турцию, они уже к себе домой приезжают. То есть, потому что они знают, что из себя представляет, например, турецкий народ Турции, какие достопримечательности, какая традиция, какая культура, какая кухня и так далее. То есть все эти моменты очень дают такую некую полезную информацию для того, чтобы, возможно, больше ориентировался человек, приезжая в другую страну. Чем вы обратитесь к народу Кыргызстана, который проживает на территории Суккули, скажем, или там другие места красивые, которые в основном туристы посещают? Чем вы обратитесь? Правительство Кыргызской республики, Министерство культуры старается всячески, и другие министерства стараются сделать Кыргызстан туристической страной. Мы проводим очень много выставок, очень много рекламных кампаний для того, чтобы привести этих гостей к нам в страну. Привлекать. Да. А когда они приезжают к нам в страну, необходимо от местного населения, от всех нас, для того, чтобы мы на высоком уровне встретили их в нашей стране. Показали самые лучшие качества, самые лучшие стороны, показали наши традиции, показали нашу культуру, показали наши дома, напоили чаем и так далее. То есть все эти моменты, они очень важны для того, чтобы соединять сердца. Поэтому я призываю всех в 2019 году, всех гостей, которые к нам приедут, встретить на таком уровне, который я сказал. Да? Спасибо вам большое за интервью. Приехали наши замечательные гости из города Казань, Российская Федерация, а именно знаменитый ансамбль «Кавказ Стайл», друзья! Мощный, зажигательный. Буквально вчера прошел серьезный концерт в Театре оперы и балета. Они зажгли, зал аплодировал стоя. И вот сегодня эти ребята здесь специально для вас. Руководителем является Джавадбеков Сираж Загидович, лауреат международных конкурсов «Танцы на ТНТ» и «Танцы на Первом федеральном канале». Друзья, нужно их встретить от души.
Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий, фамилия Риманас. Да, вы из Татарстана приехали сюда, создавали мосту дружбы между Кыргызстаном и Россией, да? Да. Получилось? Ну, более чем наши ожидания произошли, вернее, наши надежды произошли все ожидания. Нас очень тепло приняла публика, был очень оглушительный успех, нам аплодировали на концерте стоя около 20 минут, поэтому, я думаю, мы проникли в сердце каждого, кто был на концерте. У нас очень много национальностей в коллективе. Это и абхазы, и дагестанцы, и Азербайджан, татары, русские, литовцы, болгары. Но у нас нет рамок, как бы нет границ ни языковых, ни религиозных, ни национальных. Мы не ощущаем, у нас как одна большая семья, и поэтому нам очень хорошо вместе. Как вам наш Кыргызстан? Очень доброжелательный, теплый город. Нас хорошо везде принимают, добрые люди, искренние, понимают в искусстве, пытаются все помочь. Вы наш кыргызстанец. Что могу сказать? Я танцую там уже 2 года. Я очень рад, что попал в такой коллектив. Там очень много национальностей, которые танцуют в нашем ансамбле. Базируется в нашей школе около 200 человек. Основной состав это 30 человек наших. Вот. И очень приятно то, что другие национальности поддерживают нашу культуру. И они приехали в Кыргызстан дать большой концерт театра оперы и балета и показали то, что они не только знают свою культуру и свои народные танцы, они поддерживают нас и показали Кыргызстану, что у нас есть в Казани, какой ансамбль и над чем мы работаем. Несется стремительно земной шар, а вместе с ним и мы. По своим делам, заботам, пунктам плана, оправдывая темные круги вокруг глаз и мелкую сеточку морщинок естественной красотой и необходимостью с достоинством принимать свои годы или какими-либо другими отговорками. Годы оставляют на наших красивых и молодых личиках свой отпечаток. Поспорить с этим трудно, но есть определенные решения, которые позволяют нам сохранить и поддержать нашу с вами молодость. Ведь косметическая индустрия не стоит на месте, а вместе с ней и расширяются возможности по выбору вспомогательных средств и процедур по уходам за кожей. Татьяна Альбицкая, врач-косметолог, советует, чему стоит уделить внимание и над чем задуматься прежде, чем начинать путь к самой себе. Желанной, красивой и вечно молодой. Мы будем рады видеть вас у нас в своем салоне. Мы можем вам здесь предложить комплекс косметологических услуг, связанных с уходом, с омоложением, с самыми серьезными уходовыми процедурами инъекционными и релакс-процедурами, которые выполняют специальные сотрудники наши, все врачи с высшим медицинским образованием. Я закончила медицинский институт города Фрунзе еще тогда, это уже Бишкек, города Бишкек в 1996 году по специальности педиатрия. Потом я проходила на факультете усовершенствования врачей специализацию по дерматологии, косметологии. И также все наши врачи в клинике имеют соответствующую квалификацию. Мы все имеем право сотрудничать и работать на рынке. На рынке мы уже более 10 лет. В нашей клинике есть все необходимое оборудование. В нашей клинике представлены все самые современные аппараты, которые существуют на косметологическом рынке мировом. Мы с достоинством можем вам предложить и нитевой лифтинг, и мезотерапию, плазмотерапию, ботулинотерапию. Как я уже сказала, и самые сложные, и самые простые. Это и массаж лица можно сделать, и поверхностные пилинги. Если вам необходима процедура по мгновенному омоложению лица, мы тоже будем рады видеть вас у нас в салоне. Мы можем вам предложить процедуру, которая позволит вам выйти в свет уже через несколько часов. Можем предложить комплекс процедур, которые улучшат качество вашей кожи, улучшат качество вашей жизни, потому что не секрет, что мы, женщины, социальные,
и мы должны нравиться, прежде всего себе. Мы представляем свою программу на канале Мосдружба, и в поддержку можем сказать, что у нас в коллективе точно так же работают различные национальности. Сейчас пытаюсь посчитать в голове, сотрудников у нас где-то человек 35, и, наверное, 15 национальностей могу перечислить. Реально со всех точек мира. И корейцы, и лезгины, и осетины, и чеченцы, узбеки, русские, кыргызы, естественно, татары. И, наверное, еще надо будет прям перечислять украинцев, белорусы. Мосдружба за нас. Мы находимся на Токтагула 169 в городе Бишкек, пересекает проспект Мира. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы Мосдружбы для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.